Владимир Путин поручил реконструировать кинотеатр «Комсомолец» и дать возможность региональным телеканалам вещать в цифре. Здравствуйте! В эфире новости. В студии Генриетта Албегова и коротко о главных темах выпуска. Факт вандализма произошел в Северной Осетии. В Моздоке погас вечный огонь. Это обнаружили активисты Общероссийского народного фронта во время мониторинга мемориальных комплексов. Молодежь растет, молодежь развивается, создает какие-то свои идеи, проекты, хочет реализовать их все. Более 300 человек из Северной Осетии отправятся на молодежный форум «Машук». В этом году сумма гранта больше, чем обычно – 115 миллионов рублей. Сегодня ребята поделились своими идеями с главой Вячеславом Битаровым. Более 100 видов мороженого выпускает предприятие «Снежная королева» вот уже 15 лет. В день фабрика производит около 1000 штук холодного лакомства. А сейчас в летний сезон работы больше, чем обычно. Лингвист из Канады заинтересовался культурой и традициями Северной Осетии. Чтобы еще глубже исследовать осетинский язык, он приехал в республику. Что именно впечатлило молодого человека? Президент России Владимир Путин поручил реконструировать кинотеатр «Комсомолец». До 1 декабря министру культуры России Владимиру Мединскому совместно с руководством Северной Осетии нужно подготовить предложение по реконструкции и дальнейшему использованию кинотеатра. Такое поручение президент дал по итогам медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость». В мае этого года на пленарном заседании журналист Анна Кабисова подняла вопрос состояния кинотеатра «Комсомолец», который является памятником федерального значения. Тогда Владимир Путин пообещал решить вопрос. И еще одно поручение президента касается цифрового вещания. Сегодня Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить региональные телеканалы возможностью вещания в цифровой среде. Доклад с предложениями нужно предоставить до октября этого года. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания медиафорума «Правда и справедливость». Дело в том, что тогда журналисты региональных телекомпаний пожаловались президенту на то, что не попали в мультиплекс. И сейчас могут вещать только в кабельных сетях и с помощью спутниковых антенн. А вот доступа к широкой аудитории, которая есть у тех, что попали в мультиплексы, нет. А еще напомним, что 2 года назад в Роскомнадзоре рассматривали вопрос о создании в мультиплексах 21-й кнопки. И она как раз предназначалась для региональных телекомпаний. Но позже этот процесс почему-то остановился, а региональные телекомпании остались без выхода на цифру. Сегодня в Моздоке обнаружили вечный огонь, который не горел. Активисты Общероссийского народного фронта увидели неработающий объект во время мониторинга мемориальных комплексов. Его засыпали камнями, а рядом были расплавленные шприцы и мусор. А также чувствовался едкий запах газа. Вандалов даже не остановили камеры видеонаблюдения. Мемориал расположен в центре города, в парке имени братьев Дубининых. Спустя несколько часов вечный огонь снова зажгли при содействии администрации Моздока, руководства и воспитанников школы-интерната имени Захара Тигеева, представителей газопоставляющей службы и правоохранительных органов. Очень странно. Более 300 человек из Северной Осетии отправятся на молодежный форум «Машук». В этом году сумма гранта больше, чем обычно – 115 миллионов рублей. Сегодня с участниками встретился глава Вячеслав Битаров. Ребята рассказали о своих проектах, которые они хотят представить на форуме. Какие самые интересные и актуальные, расскажет Сабина Гатагова.
Подъем, завтрак и сразу на консультации к экспертам. Ребята из Северной Осетии готовятся к самому долгожданному событию лета – юбилейному форуму «Машук». Одна из участниц – Марихит Кемаладзе. Опыт у девушки уже есть. Едет на форум во второй раз. Ее проект «Популяризация народно-художественных промыслов» уже выиграл грант на Машуке в прошлом году. В этом она решила доработать и расширить свою идею. Уверена, проект актуален и у нее есть все шансы, чтобы снова выиграть грант. Очень много откликов, отзывов, потому что очень много людей хотят поучаствовать. То есть в этом году больше 50 человек я успела пока что обучить, и все довольны. Незаменимые наставники на предмашуке – федеральные эксперты из Москвы. За спиной многолетний опыт на молодежном форуме. С утра до вечера они дорабатывают проекты ребят, с которыми они едут на Машук. Проводят тренинги и мастер-классы, но специалисты отмечают, что участниками из Северной Осетии довольны. Ваши ребята меня удивили тем, что практически все здесь находятся с проектами. Мы проводили небольшую игру в начале заезда и определили, что действительно есть ребята с идеями. Не просто у них идеи, а они уже прописали проекты, они хотят выйти на защиту, они хотят получить гранты, свои проекты реализовывать. При системной работе шансы всегда велики. Поэтому на данный момент мы дали массу рекомендаций ребятам, ну а дальше зависит от них. В этом году особо популярны социальные проекты. По статистике из 100% 90% именно в этом направлении. Потому конкуренция растет. Делегация из 300 человек будет сформирована уже в конце месяца. В этом году количество участников превысило квоту, поэтому отбор будет строгий. В приоритете самые актуальные и перспективные проекты. Руководитель делегации Артур Гагиев отмечает, это не единственная работа с участниками. В планах провести еще несколько консультаций. Главная цель – защитить на Машуке уже готовый, полностью проработанный проект. Кроме того, пояснил, в этом году особое внимание уделят новым участникам. Молодежь растет, молодежь развивается, создает какие-то свои идеи, проекты, хочет реализовать их все. И, соответственно, мы подбираем тех ребят, у кого более достойные, активные проекты, которые мы можем привести на Машук, защитить и, соответственно, выиграть идею. Сегодня с ребятами встретился глава республики Вячеслав Битара, вице-премьер Ирина Азимова и председатель комитета по делам молодежи Руслан Джусоев. Молодые люди поделились своими идеями, а глава в свою очередь отметил, что поможет в их реализации. Наша обязанность власти создавать все условия для того, чтобы у каждого молодого человека была возможность самореализации. Реализации тех идей, тех возможностей, которые у каждого имеются. И надо нам вместе работать над этим, что позволит развивать нашу республику. Юбилейный Машук стартует уже 9 августа. В этом году его продлили. Будет 3 смены вместо 2, а значит, больше участников сможет представить свои идеи. Сабина Гатагова, Заур Кодзаев. Новости Осетии. О ситуации в сфере газоснабжения и о расчетах за потребленные ресурсы говорили на совещании в правительстве республики. Его провел глава Вячеслав Битаров и генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густав. Глава республики заявил, что 95% населения региона газифицировано, а это немаловажно для его развития. Но проблем тоже немало. Одна из приоритетных задач – ликвидация задолженности за поставляемые энергоресурсы. И по словам Вячеслава Битарова, этот вопрос находится под пристальным вниманием. Все задолженности планируют погасить до конца года при поддержке «Газпром Межрегионгаз». Сергей Густав также детально обсудил с участниками встречи перспективы развития топливно-энергетического комплекса республики. Гендиректор компании отметил, что часть газопроводов Северной Осетии нуждается в замене. Срок их эксплуатации подходит к концу. Еще одна проблема – бесхозные участки сети, которые не обслуживаются должным образом. Вероятность аварийных ситуаций повышается из-за отсутствия электрохимической защиты на трубопроводах. Задача республиканской власти и газораспределительной организации – безопасность и безаварийность эксплуатации инфраструктурных объектов Осетии. Необходимо усилить контроль ведомств республики. Об этом заявил премьер Таймураз Тускаев на заседании правительства. По его словам, работы контрольно-счетной палаты недостаточно. Премьер отметил, что важно тщательно следить за расходованием бюджета и достигать высоких целевых показателей. Это позволит полностью реализовать нацпроекты.
В органах исполнительной власти должны быть компетентные люди, способные провести анализ расходов того или иного ведомства. Это касается особенно министерств, располагающих большой сетью подведомственных учреждений. Это касается, наверное, в первую очередь сегодня здравоохранения, ну и остальных всех сфер. Образование, культура, физическая культура и спорт, социальная сфера. На заседании говорили и на другие темы. Так принято решение о передаче 200 гектаров республиканских земель в ведение администрации Владикавказа. Указанной площади, как сообщил министр государственного имущества и земельных отношений Руслан Тедеев, необходимы для экономического развития столицы республики. Речь идет в том числе и о строительстве новых объектов. Обсудили и поддержку начинающих фермеров. На эти цели в этом году федеральный бюджет предоставляет субсидии на сумму больше 183 миллионов рублей. О мерах по борьбе с коррупцией на пропускном пункте Верхний Ларс говорили на заседании комиссии по противодействию коррупции в Северной Осетии. Прошло оно под председательством Теймураза Тускаева. На государственной границе России и Грузии несут службу 127 человек. Как отметил руководитель североосетинской таможни Сергей Троцко, они регулярно изучают антикоррупционное законодательство. Ежеквартально сдают тестирование. Обязательное для всех, в том числе и для руководства. Ситуация на участке военно-грузинской дороги под постоянным контролем 5 мобильных экипажей инспекторов ДПС. Также установлены 6 видеокамер. Помимо этого, как отметили участники обсуждения, нужно проводить постоянный мониторинг должностей на предмет коррупционных проявлений. Во Владикавказе увековечат память Юрия Кучиева. На улице Коцоева откроют памятник герою социалистического труда, арктическому капитану, который на атомоходе «Арктика» первым достиг Северного полюса. Мероприятие приурочить к столетию со дня его рождения. Об этом говорили на заседании оргкомитета по празднованию юбилея Юрия Кучиева. Провела его вице-премьер Ирина Азимова. К этой дате архивная служба готовит виртуальный выставочный проект «Родовые истоки арктического капитана Юрия Кучиева». В начале учебного года в школах республики пройдут уроки мужества и отваги. Учащимся покажут видеоролики о полярном исследователе. А в библиотеках Владикавказа проведут выставки. Кроме того, тематические лекции и викторины запланированы в лагерях Балс и Горец. Их организует Республиканский комитет по делам молодежи. А наш телеканал покажет документальный фильм «Легенда Арктики». Транспортная безопасность и охрана важных объектов в Северной Осетии находятся на высоком уровне. Об этом заявил министр транспорта и промышленности республики Хайдарбек Бутов на выездном совещании. В нем приняли участие представители Федерального управления ведомственной охраны и филиалов. На совещании подвели итоги работы за первое полугодие и определили задачи на второе. Также обсудили меры по повышению уровня безопасности. Для этого предлагается развивать и совершенствовать транспортную инфраструктуру, а также применять спутниковые системы контроля за объектами транспортного комплекса. В Северной Осетии насчитывается 13 особо важных объектов. Один из них делегация сегодня посетила. Это Бийский тоннель на Транскаме. Наше министерство интересует то, чем занимается Главное управление ОВО Минтранса России, поскольку объекты транспортной инфраструктуры, которые тесно связаны с нашим ведомством, это жизни людей, это транспортная безопасность в первую очередь, чтобы наши граждане спокойно могли посещать аэровокзалы, ЖД-вокзалы, автовокзалы без всяких либо происшествий и проблем. За последнее время не было ни одного ЧП, поэтому мы только благодарны, поэтому мы хотим от правительства республики поблагодарить за работу. Более 100 видов мороженого выпускает предприятие «Снежная королева» вот уже 15 лет. В день фабрика производит около 1000 штук холодного лакомства. Сотрудники говорят, в летний сезон работы больше, чем обычно. Наша съемочная группа отправилась на фабрику и понаблюдала за процессом производства мороженого.
Как смешивают основные ингредиенты, раскладывают по формам, охлаждают и фасуют. За каждым из этих процессов следит Марина Михно. Изготовлением мороженого занимается уже 15 лет. Она начальник производства. Заняла эту должность не сразу. Начинала с рядового сотрудника, а затем работала бригадиром цеха. За свои 52 года сменила не одну профессию, но признается, именно здесь нашла то, что искала. Было очень трудно, естественно, потому что производство растет, и надо было как-то справляться. Попробовала, мне получилось. Работа мне очень нравится. Несмотря на мягкий характер Марины, контроль на предприятии строгий. Ведь фабрика выпускает 100 видов мороженого. Это около 1000 штук в день. Производство сложное и ответственное. Все работники это понимают и на строгого начальника не обижаются. Марина у нас хорошая, добрая. Уважаем, любим, ценим. Я плохого ничего не могу сказать, честно. Со дня основания на предприятии работает, помимо Марины Михно, еще 21 человек. Их здесь в шутку называют ветеранами. Руководство гордится ими и ценит каждого. Это люди, которые самоотверженно трудясь, изготавливают, их энергией изготавливается качественный продукт, отечественный продукт, который славится не только в республике, но и за ее пределами. В этом месяце предприятие «Снежная королева» отмечает 15-летие. Праздник перенесли на осень, ведь сейчас самый сезон производства мороженого. Говорят, отмечать планируют не только с работниками. Праздник устроят и для жителей города. Карина Гигалаева, Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Исследовать структуру осетинского языка взялись лингвисты из Канадского университета «Конкордия». Кирилл Фисенко приехал в Северную Осетию, чтобы собрать материал для своей магистерской работы об осетинском языке. Цели и задачи научно-исследовательской работы узнавала моя коллега Алина Хасцаева. Не просто выучить, а исследовать осетинский язык Кирилл Фисенко решил еще 5 лет назад. Выбрал его не случайно. Всегда был большой интерес к Кавказу. Неделю назад молодой человек приехал во Владикавказ, начал собирать информацию для своей работы. Научного руководителя моего, у него исследовательский интерес к иранским языкам, там, к древнеиранскому к языку авеста, то, что называется, ну и тому подобному. И мы как-то пересеклись на том, что на Кавказе есть иранский язык, это осетинский, и просто согласились на том, что мне стоит писать вот мой магистерский труд именно на эту тему. Осетинам очень повезло с культурой, делится Кирилл. Впечатлен исследователей осетинской литературой. Хоть и читает пока лишь в переводе, но в планах осилить в оригинале. Пока пробует читать стихи Костахи Тагурова. Шардей земага, губер тежмага, якар цемидах нехасе баде, зарон хубаде на фандер захдаг. Кирилл общается и с носителями языка. Еще в Канаде ему удалось найти осетина. Он помог ему разобраться с азами грамматики. Здесь, во Владикавказе, он планирует продолжить изучать и эту тему. А пока Кирилл отмечает, с первых дней впечатлила особая атмосфера и осетинское гостеприимство. С самого моего приезда мне просто очень хорошо помогали, и помогали меня даже вот в тех, не знаю, моментах, в которых я даже не думал, что мне помощь понадобится. Да? И очень часто люди, например, вот довезли неделю назад до этого национального праздника Хэтага, да, вот повезли, все мне показали, я полный, не знаю, чужеземец, и ни с кем там не знаком, а сколько я рук пожал за один только тот день, да, и все оно, ну да, то есть очень приятно. Но главная цель приезда Кирилла – песни. Он хочет собрать как можно больше музыкальных произведений на осетинском языке, чтобы провести свой собственный анализ структуры композиции. Прежде всего меня интересуют песни, и меня интересуют песни, которые содержат размер, то есть метрическую музыкальную структуру, что значит строгое чередование сильных и слабых долей. Вот. Возможно, с рифмой, но это не обязательно. Вот, просто интересует, какие слоги появляют ударения, а какие не получают ударения. В Соекси Кирилл уже успел изучить архивы и выбрал несколько песен для исследования. Одну из них даже выучил наизусть. Маире фашива, да синая дакгай, фалаштан машал жардадардве.
Алина Хасцаева, Хетек Гапоев. Новости Осетии. На этом моя часть выпуска завершена. Я передаю слово Феликсу Бритаеву. Бужны генрет хабар табира шасалдарсын ыртака сыбрай фанышан канзынан. Дыргавшыза паштата абондар зырттаг саман уйбажон зыштут. Чикаягур уйдуа шуткай фашташарым. На долгоман хашем идиштер раргом канзыштым. Ода турчы мыдазын шуратта иронадам масыбардарынс уйдыржақ зыштым. Ныртауал эфиры сыбыр реклама.